Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Бадрагунба обсудил с пчеловодами республики проблемы отрасли. В Сухуми прошла предновогодняя ярмарка. Свои работы представили 69 участниц от елочных игрушек до картин и домашней выпечки. Расскажи о тех, кто лучше всех принимает гостей. Стартовал конкурс для работников сферы гостеприимства. Вопрос поддержки пчеловодческой отрасли обсудил президент Абхазии Бадрагунба с пчеловодами республики. Как сообщил глава Минсельхоза Беслан Джопуа, в рамках программы развития сельского хозяйства с 2022 по 2025 годы на нужды пчеловодов из бюджета было выделено более 23 миллионов рублей. На эти средства закуплено более 1500 пчелопакетов, медогонки, а также приобретена линия для производства овощей. Одной из главных проблем отрасли является сбыт продукции и упрощение процедур по ее вывозу через границу. Также был поднят вопрос о запрете ввоза дешевой импортной продукции, которая уступает абхазскому меду по качеству и мешает реализации местного меда. Обсуждалась также работа предприятия по переработке меда в Ачимчирском районе. Завод был построен за счет бюджетных средств более 10 лет назад, однако обеспечить его эффективную работу до сих пор не удается. Подводя итоги встречи, Бадрагунба дал поручение Министерству сельского хозяйства до конца января будущего года подготовить предложения по решению всех поставленных вопросов, после чего будет проведено большое совещание с участием представителей отрасли и профильных ведомств. ويخيوسو عاشخ янугзалаги и морямыз шай баркала хайчажу проблему приехавшую с цирцу шу санак заратна алкавка квахтаб хайчажу баны гары махтаб и ханкар ахцелы халшо хацгалара нахцел. Академия наук Абхазии и Министерство науки и высшего образования России подписали соглашение о научном и гуманитарном сотрудничестве, предполагающее взаимное признание ученых степеней. Документ подписали президент Академии наук Абхазии Зураб Джопуа и замглавы Министерства науки и высшего образования России Константин Могилевский. В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества двух стран в сфере науки. Это функционирование совместных лабораторий, созданных Северокавказским федеральным университетом, Академией наук Абхазии и Абхазским государственным университетом, где проводятся исторические, правовые, гуманитарные исследования, а также проект по публикации архивных документов по истории Абхазии, который планирует Академия наук Абхазии и Санкт-Петербургский институт истории РАН и уникальная открытая лаборатория для создания новых плодовых культур «Мичуринский сад» в Сухуми. Сегодня мы подписали исторический документ для развития абхазской науки. Это очень важно. Значит, Российская Федерация в лице Министерства науки и высшего образования признает результаты наших защит, которые проходят кандидатской диссертации, докторской, которые проходят и утверждает Академия наук, Президиум Академии наук. С этим событием я поздравляю всех нас, и прежде всего молодых людей, которые идут в науку. Это, мне кажется, очень замечательное, серьезнейшее событие. Так что поздравляю всем, вам большое спасибо. Абхазские мандарины прибыли на Донбасс. По 20 тонн фруктов доставили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Груз сопровождали сотрудники МЧС России. Фуры с мандаринами и бутилированной водой выехали из Абхазии 16 декабря утром. Часть груза получила дикая дивизия Донбасса.
Полномасштабные комплексные учения по отработке действий при авиационном происшествии в районе аэродрома прошли в международном аэропорту Сухума имени Ардзинба. В учениях были задействованы как службы аэропорта, так и профильные ведомства Минздрав, МЧС, МВД и Минобороны, более 40 человек и 13 единиц техники. Учения подтвердили готовность аэропорта к реагированию на чрезвычайные ситуации любого уровня, в том числе за пределами аэродромной территории, и соответствие требованиям по обеспечению безопасности полетов. Ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии Станислав Гварамя, позывной «Дед». Во время войны он подготавливал для боевых действий взрывные устройства, награжден медалью за отвагу. Принимал активное участие и в событиях 1989 года, когда вследствие антиабхазской кампании произошли первые столкновения абхазов и грузин. Истинный патриот Станислав Гварамя отличался своей порядочностью, ответственностью и храбростью, был примером для друзей и однополчан. В международном детском центре «Артек» завершилось первое очное обучение по программе повышения квалификации для педагогов Абхазии. Абхазские педагоги ознакомились с основными направлениями воспитательной работы в школе, методами выявления и поддержки талантов и развития способностей учащихся. Напомним, что решение о проведении конкурса «Навигаторы детства Республики Абхазия» было принято в ходе встречи президента Бадры Гунба с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Конкурс направлен на развитие системы наставничества и наработку педагогических подходов. Его ключевая задача – подготовка высококвалифицированных педагогов, способных работать в быстро меняющемся мире, воспитывать творческое и критическое мышление у детей и подростков. Российские медики осмотрели 26 928 детей в Абхазии в рамках масштабной диспансеризации, которая проходила с 12 февраля по 23 мая. У более чем 16 тысяч детей заболевания выявлены впервые, рассказали в Минздраве Республики об оказанной Минздравом России помощи в 2025 году. Врачи в Абхазии провели 30 операций и диагностических процедур на ангиографе за 3 недели. Оборудование стоимостью около 100 миллионов рублей помогает спасать жизни людей при инфарктах и инсультах. Его приобрели при поддержке России, установили в новом сосудистом центре при республиканской больнице. На сэкономленные деньги по поручению первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в Тхорчалской и Гагарской ЦРБ установили новые рентгенаппараты. По данным Минздрава Абхазии, на 9 декабря в Центре диагностического консультирования проведено 188 телемедицинских консультаций с российскими федеральными медучреждениями, учреждениями и больницами Краснодарского края. Консультации получены по 103 пациентам. Центр дистанционного консультирования пациентов был создан на базе республиканской больницы при организационно-методической помощи Национального медико-хирургического центра «Пирогова». Стартовал спецпроект «Абхазия рекомендует». Он о тех, кто ежедневно дарит тепло и улыбку, в общем, радушно принимает гостей. Теперь каждый может рассказать о себе или о работнике сферы, начиная от туристической и транспортной до общепита и торговли, который предоставляет не только качественные услуги, но и делает это с улыбкой и отзывчивостью. Подробнее о конкурсе расскажет Гугут Савардания. С гостем 7 счастий приходит, гласит абхазская пословица, а проект «Абхазия рекомендует» рассказывает о тех, кто их радушно принимает. Главная цель – поддерживать людей, которые встречают не по статусу, а по сердцу, и показать всей стране настоящие лица тех, кто делает Абхазию теплой, уютной и неповторимой. Спецпроект «Абхазия рекомендует» направлен на людей, формирующих у туристов впечатление о стране.
В первую очередь этот проект направлен на развитие культуры сервиса в стране. Мы должны попробовать найти, отметить тех людей, которые лучше всего презентуют нашу страну, которые лучше всего, значит, уже сегодня или за последние годы научились оказывать услуги на должном уровне. Это может, безусловно, касаться абсолютно разных сфер. Среди направлений конкурса – сферы размещения и гостиничного сервиса, питания и вкуса, экскурсий и впечатлений, событий и инициатив, культуры и традиций, логистики и транспорта. Подав заявку на платформе «Абхазия рекомендует», вы можете рассказать о себе или, например, о гостеприимной семье, водителе, который предоставляет комфортные услуги, или доброжелательном и отзывчивом экскурсоводе. Героями истории могут стать официанты, бариста и другие лица, все, кто делает отдых в Абхазии запоминающимся. Вот, например, есть у нас люди, которые занимаются своим делом. Они не ищут пиара, они не ищут каких-то публичностей. Но, как нам кажется, нам бы хотелось, чтобы об этих людях знало как можно больше людей. Человек может зарегистрироваться сам, тот, который занимается, задействован в индустрии гостеприимства. Это могут быть люди в сфере оказания транспортных услуг, это могут быть объекты размещения, это могут быть объекты общественного питания. Человек может поучаствовать как самостоятельно, так и его кто-то может рекомендовать. Мы же говорим, что это Абхазия рекомендует. Вот мы хотим это сделать так, чтобы наши гости, приехавшие в следующем году, выбрав Абхазию местом отдыха, увидели, что Абхазия рекомендовала им вот этого экскурсовода, вот этого ательера, ну и так далее, понимаете? И мне кажется, это будет, что ни на есть, народная работа, всецело, вот все вместе мы отработаем для того, чтобы показать все лучшее, что у нас есть. Участвовать в проекте могут люди старше 18 лет, организаторы, команда Абхазии совместно с Минтуризма Республики и платформой «Россия – страна возможностей». Конкурс является частью проекта «Гостеприимная Абхазия». Подать заявку на участие можно на сайте спецпроекта «Абхазия рекомендует» уже сегодня. На платформе все достаточно просто с точки зрения регистрации. Это, наверное, впервые конкурс, когда нету никаких тестов, нету никаких дополнительных испытаний. Нужно просто зайти, зарегистрироваться. Но самое главное, нужно заполнить и написать небольшой рассказ. Если вы заявляете о себе, то написать рассказ о себе. То есть почему вы считаете, что вот вы являетесь тем самым гостеприимным человеком, как вы внедряете традиции и культуру Абхазии в то, что вы делаете. Причем это тоже любая сфера может быть. Либо, если вы рекомендуете кого-то, ровно так же вы регистрируетесь и пишете, заполняете базовые свои данные, просто чтобы мы могли проверить по заявкам, действительно ли этот человек существует, и узнать, позвонить вам и спросить, кого вы точно рекомендовали. И про этого человека написать вот этот вот небольшой рассказ о том, почему вам он понравился. Возможно, он максимально тепло к вам отнесся. Может быть, была какая-то интересная история. То есть все очень несложно, все очень доступно, на платформе регистрация открыта. Еще раз повторюсь, главное условие – написать этот рассказ, потому что, к сожалению, если не будет рассказов, мы не сможем оценить и не сможем верифицировать, существуют эти люди или нет. Для определения победителей создадут экспертный совет. Планируется и этап народного голосования. Победители получат статус «Абхазия рекомендует», возможность стать лицом туристического бренда страны, размещение на официальном портале проекта, призы и подарки от организаторов и партнеров. Регистрация для участия в спецпроекте продлится до 25 января 2026 года. Гугуца Вардани, Ахра Амичева, Даниил Ханагуа, Абхазское телевидение. Подведены итоги конкурса среди журналистов и блогеров Абхазии «Взгляд-2025». Конкурс проводится представительством Россотрудничества в память фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева для популяризации объективной журналистики в области сотрудничества Абхазии и России. Абхазское телевидение, Апсномедиа, База ТВ, Галмедиа и Спутник Абхазия удостоены благодарности за профессиональное освещение деятельности Россотрудничества и неоценимый вклад в укрепление российско-абхазских отношений. Сотрудники Спутник Абхазия победили в 5 номинациях. В номинациях «Лучший телевизионный материал» и «80 лет Победы» награду получила корреспондент Галмедиа Тея Басария. Наградой за лучший печатный материал удостоился Ахра
Бахра Ангваб, главный редактор газеты «Апсна». За материал по теме добровольческого движения в годы Отечественной войны народа Абхазии награду получила Мариана Котова с Абаза ТВ. За материал к 80-летию со дня рождения Владислава Арзенба корреспондент «Апсна Медиа» Эльвира Гурзуля. Режиссер Абаза ТВ Виола Кокоскеря стала лауреатом специального приза. Сегодня мы хотели бы наградить наших больших друзей, нашу информационную силу за освещение наиболее важных мероприятий и инфоповодов. Тематика конкурса – российско-абхазские отношения и все, что с ними связано. Нас соединяет многолетняя дружба, и благодаря вам об этом знают все. Спасибо вам за то, что вы подали заявки. Было на самом деле жюри сложно определиться, потому что все материалы были достойные, разные форматы подачи. И действительно, ваша работа, понятно, что имеет большой вес. И мы надеемся, что сегодня хоть немного сможем оценить ее. Лучшим художником года признан Адгур Пиля с работой Ачара. Второе место заняла графика пересечения Апши Хагба и третье – скульптура автопортрет Маяны Габля. Поощрительными грамотами отмечены работы художников Сабины Кварчели, Сасуна Тарасяна и Надара Цвижба. Конкурс на получение государственной премии был учрежден в 2001 году. Ежегодно Государственная комиссия, согласно положению о проведении конкурса, выбирает 3 победителей. В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, созданные в течение года. Всего более 40 картин абхазских художников. Каждый год это возможность собрать в одном пространстве работы художников. Они очень разные. Я сегодня рассказывала, еще раз повторюсь, для нас очень сложно эту экспозицию собрать, потому что у нее нет темы, нет направления, нет определенной задачи, кроме той, что это работы художников, которые живут в наше время, которые работают в течение года и в конце могут представить ее на суд зрителей. Но лучшие работы определяет художественный совет, который за несколько дней до открытия определил имена 3 лауреатов. В Сухуми открылась выставка-продажа под названием «Новая зима», которая посвящена абхазской зиме. В экспозиции представлены работы известных советских, абхазских и российских художников. Среди них работы Дзидзаря, Ампара, Аджинджал, Бубнова и другие. Картины выполнены в разных жанрах и в разные периоды. Всего представлено 25 картин. Выставка открыта по улице Набережная Махаджиров, 70. Вход в галерею бесплатный. Выставка продлится до конца февраля. Сегодня у нас 7-я по счету выставка нашей галереи. Она посвящена зиме нашей абхазской. Тут представлены работы известных, знаменитых наших абхазских и советских художников. Они все объединены тематикой зимней. Вот как принято считать, Абхазия – это такой курортный, летняя страна. Тут картинка меняется на более спокойную зимнюю. И вот наши авторы попытались передать красоту вот этого времени года. После этой выставки в марте у нас планируется выставка, посвященная женщинам. Будет много цветов и женских портретов. Приглашаем вас окунуться в атмосферу зимней Абхазии, посетить нашу выставку. Предновогодняя ярмарка руками женщины прошла в Сухуми. Свои работы представители 69 участниц от елочных игрушек и свечей до авторских украшений, картин и домашней выпечки. Все сделано с душой, из натуральных материалов и своими руками. А у посетителей была отличная возможность обзавестись оригинальным новогодним подарком для родных и близких. Яркая атмосфера и живое общение сделали событие насыщенным и теплым. Шазина Ханагуа побывала на ярмарке.
Прилавки пестрят яркими красками, а в глазах рябит от многообразия. Посетители подолгу задерживаются у прилавков. Кто-то внимательно обсуждает технику росписи, кто-то снимает видео для друзей. Атмосфера теплая и живая. Здесь ярмарка превращается в беседу за чашкой кофе. Каждый шаг по рядам дарит маленькое открытие, ощущение, что ты на минуту стал частью чьей-то личной истории. Стенд Светланы Горской привлекает издалека. Девушка впервые участвует в ярмарке. Она привезла елочные игрушки ручной работы, подарочные наборы и одиночные украшения. На создание одного набора уходит в среднем неделя. Творчество с ней с детства. Она вышивала, шила, рисовала, но последние 5 лет полностью посвятила себя елочным украшениям. Светлана уверена, с ее игрушками елка обретет особенную торжественность, а подарок станет по-настоящему душевным и запоминающимся. Есть медальоны двухсторонние. Сейчас у нас год лошади. Также лошадки вот такие вот. Это ручное окрашивание краскопультом. Новинка в этом сезоне у меня. Игрушки облачены в бархат, декорированные лепниной ручной работы, стеклянными камнями и атласными лентами. Делаю я игрушки круглый год, даже летом, чтобы было хорошее наличие. В моем доме царит атмосфера праздника и Рождества круглый год. Я благодарю торгово-промышленную палату за прекрасную организацию, за ощущение праздника, торжества. И поздравляю всех жителей Сухума с наступающим Новым годом. Сабина Ахиба участвует в ярмарке не в первый раз. Керамикой она занимается с 2018 года и имеет собственную мастерскую в Новом Афоне. Делает упор на посуду. Сабина принимает индивидуальные заказы и регулярно выставляет свою продукцию на ярмарках, благодаря которым они узнают новые покупатели, а также сохраняется поток постоянных клиентов. Вся представленная продукция сделана вручную. У нашего местного населения востребовательные кружки, которые проявляют их характер. Я делаю именно упор на надписи и вот именно проявление характера, либо какого-либо недовольства или настроения. В основном у меня упор идут на кружки и кофейные, чайные, потому что наши люди, наше население любит много пить кофе и чай. В этой же посуде вы можете что-нибудь подогреть в микроволновке, можно в посудомоечную машинку. Либо моя мама любит в больших кружках делать паски. То есть вы обмазываете с маслом, закидываете в духовку и спокойно паска выходит. Ничего не прилипает, и за счет масла, и за счет глянцевой поверхности все можно вытащить из посуды. Здесь представлены изделия из дерева, керамики, шерстяные вещи, картины, женские аксессуары, сумочки, цветы и многое другое. Каждый мастер пытается удивить публику особой поделкой. Новогодняя ярмарка традиционно собрала на своей площадке уникальную и качественную продукцию. Посетители могли приобрести множество красивых вещей в преддверии Нового года. На данной ярмарке мы представляем свечи из натурального воска кокосового, подделки из гипса. Свечи у нас идут с ароматом. Готовимся к Новому году. Снеговик, елочки, шары. У нас даже тыквы есть. Очень интересно, весело. Здесь все такие дружные, такое теплое отношение. Прям почаще такое бы. Проект «Руками женщины» торгово-промышленная палата реализует с 2020 года, а именно как новогодняя ярмарка уже в 3-й раз. В этом году в ней участвует до 70 рукодельниц из всех районов республики. Здесь представлены участники, которые недавно начали свою деятельность. Есть и более опытные. Конечно же, для них это хорошая возможность познакомить с предметами своего творчества. У многих из них есть страницы в социальных сетях. Они проводят и свою рекламную деятельность, с помощью которой привлекают внимание к своим изделиям. Я считаю, что это хорошая площадка, которая дает возможность показать то, чем они занимаются. Так представлены и индивидуальные предприниматели, и физические лица. Это однодневная новогодняя ярмарка. Из года в год желающих принять участие в ней растет, отметила вице-президент ТПП Абхазии Лана Киут. В течение года собираем информацию о новых рукодельницах. У нас есть определенная группа
Наши сотрудники общаются со всеми в течение долгого времени и собирают информацию о них. И уже по заявочной форме они регистрируются, принимают участие в данном мероприятии. На ярмарке гостей радовали Дед Мороз и Снегурочка, а неожиданно появившийся Гринч внес в праздник веселую суматоху. Выступления воспитанников Рамины Заде и Саиды Габня стали жемчужиной мероприятия. Дети исполнили известные новогодние песни, подарив присутствующим массу положительных эмоций. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Первый фестиваль по зимнему плаванию «Холодный старт» состоится в Сухуми 20 декабря. Ожидается участие большого количества клубов и опытных моржей из Луганска, Донецка, Севастополя, Симферополя, Евпатории, Краснодарского края, Перми, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Абхазию на фестивале будут представлять 30 пловцов. Соревнования будут проводиться на дистанциях 500, 100 и 50 метров. К участию допущены спортсмены в возрасте от 18 до 75 лет, которые будут разделены на 12 возрастных категорий. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, в выходные дни 20 и 21 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем плюс 10-15 градусов. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.